иду по улице, мне позвонили и пригласили на массаж. Венеру Мустафину пригласили в один из оздоровительных центров Казани 6 января. На следующий день она сходила на сеанс, где действительно бесплатно получила несколько видов аппаратного массажа. Только после ей предложили продолжить курс, а для этого заключить кредитный договор на 2 года на 96 тысяч рублей. Ну, давайте мы все это запишем. А вот вы только здесь распишитесь. Ну, я говорю, это что? Ну, это я вас просто ознакомил с правилами поведения в этих кабинетах. Ну, я подписалась, все. Потом говорит, ну, давайте заключим договор вот на этот вот, на 96 тысяч на 2 года. Я говорю, ну, давайте. Женщина уже была готова оформить кредит, только, как сказал специалист медцентра, его не одобрил ни один банк. Но женщина все-таки переживает. Вдруг его взяли без ее ведома. Ведь она отдавала свой паспорт специалисту, а после ей начали приходить сообщения от банков. Через 2 дня мне приходит, ну это приходит не первый раз, много раз. Одобрен ваш заем 35 тысяч. Я же ни у кого ничего не просила, честно-то говоря. Боюсь, чтобы не было никаких последствий. Венера Мустафина рассказывает, ее родственники на следующий день поехали в этот оздоровительный центр узнать, был ли подписан кредитный договор. Покажите, какие документы она вам подписала. Она ничего не подписывала, мы же договор не заключили. Говорит, ну а какие? Ну, он вынес какую-то бумажку и говорит, вот такая, ну, говорит, когда она же говорит, на следующий день позвонила и сказала, я не буду ходить. И мы, говорит, рассердились, разорвали и выкинули. На наш запрос в эту организацию ответили по телефону. На самом деле приходил к нам, она не наш клиент, она ничего у нас не купила, никакие с ней кредитные договоры не подписывались. А когда люди приходят, вот вы приходите, говорят, у вас есть противопоказания, да, вот это информационное согласие. Вот она подписала его, что она дает себе отчет, куда она пришла. Никаких кредитных договоров, данные. Вы знаете, 80 лет, во-первых, даже никто и не оформляет, если честно. Стоит ли беспокоиться, если вы оказались в такой ситуации, спросили мы юриста. Во-первых, свой паспорт никому не отдавать, его можно только показывать. Носить с собой копию документа на случай, если у вас ее попросят. Что делать дальше Венере Мустафиной, чтобы узнать, подписан ли кредитный договор на оказание услуг. Сейчас нужно направиться в это учреждение, соответственно, сделать там запросы, оставить заявление о предоставлении информации, какие документы она подписала, какой договор был заключен, ну и, в общем, общая информация о том, какие договорные взаимоотношения сложились между этими лицами. Вы имеете право на получение информации. Венере Мустафиной, можно сказать, повезло, что ни один банк не согласился дать ей кредит. В первую очередь из-за возраста. В Роспотребнадзоре республики отмечают, с подобными жалобами к ним обращаются сотни людей. Потребитель по закону о защите прав потребителей имеет право в любой момент отказаться от выполнения договора. И в этом случае ему возвращается сумма за исключением уже понесенных расходов. То есть он 2 сеанса массажа получил, за 8 он может рассчитывать, что ему вернут деньги. Кредитный договор тоже можно расторгнуть, но для этого нужно обращаться в банк, а не в организацию, в которой получаете услуги. Многие клиенты ошибочно требуют расторжения именно от учреждения, говорят специалисты, и предупреждают. Необходимо читать то, что вы подписываете. И помнить, бесплатный сыр только в мышеловке. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.